10 августа в Таджикистане начались военные учения, организованные Центральным командованием Вооруженных сил США, сообщило посольство США в Таджикистане. Посол США Джон Марк Помбершайм отметил, что военные учения «Региональное сотрудничество-2022», которые будут проходить до 20 августа, являются крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии. Региональное сотрудничество-2022 – одно из крупнейших военных учений США с участием стран Центральной и Южной Азии. Оно предоставляет нам уникальную возможность укрепить связи с нашими партнерами в регионе, заявил он. По информации посольства, участники из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Монголии будут участвовать в 6-дневных командно-штабных учениях. Таджикистан и США также проведут 5-дневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад. Но мне кажется, что, конечно, политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов призвал Кремль отреагировать на происходящее. Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана, и это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе, заявил он изданию «Взгляд». Что же касается постсоветских государств, каждая из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер, даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий, подчеркнул Картунов. В Узбекистане сейчас идет... По мнению ведущего сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александра Князева, в Центральной Азии проводить настоящую многовекторную политику может себе позволить пока только Узбекистан. У республики есть мощный потенциал – географический, ресурсный, коммуникационный и экономический. Таджикистан же относится к тем странам, которые в самое ближайшее время могут оказаться в тупиковой ситуации, пытаясь лавировать между глобальными центрами силы, считает Князев. Отметим, что военные учения «Региональное сотрудничество» с участием США, стран Центральной и Южной Азии проводятся ежегодно, начиная с 2004 года. Однако только в этом году, с учетом ослабления позиций России на фоне военного и политического провала в Украине, многие увидели их в новом свете.